Дни Арктики завершились в Москве. За 3 дня участники со всей России обсудили новые арктические проекты и национальные интересы страны на Крайнем Севере. Среди различных делегаций были и представители от Якутии. Наталья Сазонова с подробностями. В Большой зал Центрального дома ученых Российской академии наук прибыли представители 28 субъектов Российской Федерации, относящихся к Северной и Арктической зоне. Якутию представляли Петр Алексеев, первый заместитель председателя правительства Республики Саха, Алексей Стручков, постоянный представитель Республики Саха-Якутия в Москве, Сахамин Афанасьев, министр охраны природы Якутии, Виктор Губарев, заместитель председателя Госсобрания Илтумен и другие. В рамках арктического фестиваля уже прошли круглые столы и заседания Комитета по Северу Государственной Думы. Наш проект, который мы представили с Госсобранием Туман, он принят за основу. Этот закон очень нужен, потому что он говорит о том, что вообще о силе государства, о тех народов, которые живут в тяжелейших условиях и сегодня выполняют задачу как охраны и безопасности нашей страны, так это целая цивилизация, которая сохранила на протяжении веков, традиционные отрасли хозяйства, в том числе оленеводство. Организатором Дней Арктики в Москве является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с участием известных ученых, которые рассматривали в комплексе вопросы будущего и настоящего развития арктических территорий. Речь идет о циркумполярности арктического региона. Вчера проводились секции, где рассматривались в комплексе все вопросы, все аспекты будущего арктического региона. Это и геология, и природопользование, и охрана экологии, и биоразнообразие. Очень широкий спектр. А вопрос Арктики в России сдвинулся с места. Сергей Ефимович Донской, министр природных ресурсов Российской Федерации, обозначил одним из приоритетов государственной политики как раз развитие арктической территории России. Наталья Сазонова, Евгений Петров, НВК «Саха», Москва.